Тогда доставай шнапс, да, будем пить, да, болтать. Вот дядя Миша мечтает, что когда-то церковь это обратно заработала. Эн пуши, вот виштала, вот. Всем привет, скажи, городским. Привет, королевишна. Ты к себе домой, да? Я к себе. Что там в дровянике? Ну, здравствуйте, друзья, товарищи. Дождался я тепла. Сегодня погода очень, теплая такая, но я все равно одетый такой. Потому что, когда сидишь, все равно хоть и тепло, ветер-то все равно присутствует и продувает немножко. Короче, просто я сегодня прогуляюсь. Съезжу до дяди Миши, давно уже там не был у него. Что там, хоть поздороваюсь. И приеду и покажу еще свой двор, что там, как там, сколько дров примерно истратили, покажу колодец, как утепленный снегом, да что да. Ну, в общем, прокачусь по двору. Вот. И все. Главная задача сегодня подышать, моя свежим воздухом подышать. Давай, что-нибудь скажи зрителям канала. Не хочешь сказать, да? Замерз? Чего? Ну ладно. Ну давай тогда доставай шнапс, да. Будем пить, да, болтать. Так, еще раз снимаю церковь. Вот такая церковь. Напротив дома дяди Миши. Вот дядя Миша мечтает, что когда-то церковь это обратно заработала. И говорит, молиться буду. Вот он, не знаю, он серьезно это или нет, но он говорит так. Вот. Но видишь, что он и сейчас. До конца. До конца сделать. Так это работала же церковь уже. Мы не работала, ни печи, ни не могу. А печи нету, так. Эн пуши. Вот видишь, вот. Ну вот двое вы стоите. Что думаете вот о церкви-то? Почему забросили церковь? Восстановить надо, восстановить. Восстановить-то надо. Алексей, скажи, вот ты ходил, нет, когда служба была? А почему? Потому что мог верить. Не верит? Но... Энбашки. А верить надо. Вот дядя Миша тоже, наверное, не очень на службу ходит, но говорит, что церковь восстановить надо, так ведь? А почему вот ты так считаешь? Вот почему надо восстановить? Люди ходили. Я вот так же считаю, чтобы люди ходили, да. Но я же не против, чтобы это та церковь новая там. Я не против этой церкви, а потому что закрыли вот эту церковь. Николая Чудотворца, церковь Николая Чудотворца. Це надо вот Люмва Пекнича Поросковая, это же уважают все, и до сих пор празднуют. Все, наверное, люмвицкие празднуют это. Ен мисконы. Интересно, да? Но все равно, наверное, почитают, там собираются некоторые все равно. Пекнича Поросковая. А это тут церковь Николая Чудотворца, а 22 мая, до 2 мая, як вымыкала, это здесь, в деревне нашей, праздник. И службу не проводят, алтарь унесли. Все? Вот так. Ну что, дядя Миша, поеду я обратно домой. Давай. Поговорили насчет церкви. Думай сам. Дрова привезут. Жду тебя. Вот.
А я сейчас поеду домой обратно. Вот так. Сейчас мы еще. Волы сейчас achit гулять? Achit гулять ничего, волы? En şu an dinleyicilerimden. Kolay sonunda. Tam da ciddi. Ну все, поехали. Ha. Ayağını dayıtmış ya. Kodes. Ayağını istese. А ты от того письма я места буду. Ucab. Şuraya sayas. Şu yaşa. Ha şuraya yaz faillante. Bir şey şeyde gör bilmese faillan. Так. А, ты на это наем. Пески стурис нахрен ваянтово. Гор были сетиете лонтанте мыдыра. Лонти? Они лонти. Что он... Это тао вайнвед. А. Та я ситсечкин удья, а мы удья. Удья вед. Удья. Вот дядя Миша жалеет, что горбыль купил, там целая пачка горбыля стоит. Ну да, в этом году морозы сильные, да. У нас тоже два раза больше дров уходит. 40-градусные морозы стояли. Почти недели 3, наверное, было, да, морозы-то. Все, друг, да, я поеду? 10 раз уже говорил. Все, поеду. Ну, мы-ка, волы гулять-то. Так, дядя Миша. На веселье, дядя Мишу, поговорили там. То, сём. Ну, видите ли, мужики местные не очень-то камеру уважают и не говорят. Ну, смотрите, там, не знаю, кадры показываются. Это дядя Миша все эти дрова распилил. А там, который второй там, который колол, наверное, видео вы смотрели, которые дальше раскололи, и он как аккуратно в поленницу в рядок. Он стоят там, не знаю, в кадры попадают или нет, потому что у меня камера, у камеры нету зума. Все, аккуратненько стоит, все, считай уже. На следующий год у этой хозяйки дрова готовые. Вот. И дяде Мише подработка, и соседке нормально. Так в деревне. Я вот тоже жду дрова, чтобы дядя Миша мне распилил. Ладно, я уже на обратной дороге, ребята. И все уже. Еду, как говорится. Тай-ра-рай. Свернули домой, друзья. Уже вот как расчищено. Это на данный момент вот это чистил, все это чистит Алексей. Наверное, на видео мы их видели. А и Умка. Умка волнуется, нервничает. Ну перестань, даже не буду с тобой. Перестань. Нет. У тебя карантин, жесткий карантин. Жесткий карантин. Нельзя. Так. Место пустое, друзья, у меня. Дрова не привез еще. Вот. Сейчас. А, я же хотел показать. Там дровышки, да что, да. Но Умка там шумит, конечно, она, не знаю, там видно или нет. Вот у меня как колодец сейчас выглядит, друзья. Колодец, забросанный снегом. То есть так он утепленный. И
в эту зиму даже вот были 40-градусные морозы, и все нормально. Ничего не замерзало. Вот почти 3 недели вот морозы такие сильные стояли. Думаю, все замерзнет. Нет, все нормально. Все то, что осенью утепляли мы, вот там землю, да, что да, повыше подняли, такой бурт сделали вокруг колодца. И то, что заранее в этом году собрали, там снега мало было, но мы собрали в кучу это все. И все утеплили, и все нормально, и зимуем вроде нормально. Дальше вот дрова здесь были, вот около забора, да? Около забора там были дрова, поленица стояла. Вот до января эту поленицу мы израсходовали. Там вот такая поленица была. Сейчас покажу на видео. Это старые кадры. То, что весной мы заготавливали и делали. А сейчас этой поленицы нету. Ну вот где-то до января нам хватило. Короче, 2 раза больше в этом году дров уходит. Вот. Хотели еще сказать, что пару слов. Вот тут проходит, вот здесь около забора, тут сливную яму сделали. Помните там? И 8 метров у нас проходит, где-то всего сантиметров 40 мы смогли, закопать. Опять наша Умка разговаривает. Это, закопать утеплителем трубу. И думал, тоже боялся этого 40-градусных мороза, что замерзнет или что там. Но нет, все нормально. 8 метров, считай, вот скорлупа утеплителя отлично показывает. Там нету никакого согревающего элемента. Выдержала. Но думаю, если 40 градусов выдержала, сейчас уже 20-ники пойдут, это уже выдержит. Теперь покажу еще говорят, что снега очень много. Снега не очень много. Видите, вот заборы там, да? Заборы почти, забор там на сколько там? 2 отсека, вот, на 2 жерди вот в снегу. А вот норма снега, этот забор должен полностью покрыться снегом, полностью. И после этого только будет, начнется весна, что ли. После этого уже снег не будет прибавляться, а только убавляться. Пока рано еще. Вот, снега много еще у нас. Ой, мало еще, вернее. Ждем снегопадов, мощных еще. Я, друзья, решил прокатнуться еще. Не буду заезжать еще. На улице так-то тепло, да, очень приятно. И прокачусь еще немножко по нашей деревне. Именно по деревне Боровск. Вот здесь прокачусь немножко и обратно пойду. Люди там тоже дрова заготавливают. Сейчас посмотрим здесь. А тут граница вот деревни проходит. Ты дара? Kocid. Pes wyciśarze, pes. Do rana pyski zolema? Polna paczka. Kodnowa jema. Pasza. A to ja, bo na to polna paczka. Ta dzielewaj burak, da? Valentin dona na golu peskid. Peskid dona. Девять, да. А, тоже вытещада. Kayli Mikayla da Lumba gazetenin sularında düz mü düştü kameranda mı demeydi. То? Снимай надо.
Сейчас видите, с ним коля в песпили да, вже час Лена коля снимает на кайле. Кайли да, me пеждевите ся да пашашу лимике пе, ок пе на полностью пашка на своя да, огна повай. Он юлы. Мы не брали, Ща. Или возможно, вы нас отдаете. Вы нас На. возможно, ты шакать нахуй. Мора. Стареем. Стареем, значит. Вот эта собака ужала. Ты не гучи того инвет летаем. Вот и кайлин на майдан. Да. А мы на коне рясены, а еще не были. Да. А мыйке, а всякочка выживет, да не же, он ведь что-то чарно не немже еще не сал. Пармарите воле секи педервань кайлизда секи дужудин люмис воле, ош побор петема воле. Что важно? А сибор чаволус не вет куйни мыйке яс, горуша яс. Окто чар лилис не. Пармарите воле мунома. Ош, мы сиеванке сидора пандашан ортекадиона шорнит. Ну ладно, огманит. Короче, давай, всем привет скажи, и я поехал. Кланан, всем привет скажи, и я поехал. Всем привет скажи. Городским. Это Николай, брат у дяди Миши. Скажем, дядя Коля. Дядя Коля. Сейчас, где-то у меня жена потерялась. Сейчас пойду поищу. Короче, я уже вот границу-то перешел, Нивширскую. Это уже Нившира считается. И на горизонте я вижу Машу. Маша сходила, ну, вернулся я от дяди Миши, и Маши не было. И здесь. Мне тоже лень заехать. Он идет. Королевна. Идет королевна моя. Королевишна. Везде кто что занимается дровами. Королевишна. Привет, королевишна. Здравствуй. Че, все нормально? Все, Че? поехали? Да я сейчас... Машины нет, я развернусь. Ой. Сейчас. Ой. Рассказывай, как сильно скучала-то по мне. Не скучала? Не успела заскучать. Не успела. В смысле не успела? Я целый час уже. Или 2 часа уже? Какой час? Много, но погода вон какая теплая. 2 часа уже? Еще прогуляться. 2 часа уже. Ой. Куляда разутли, да, мы домой, да. Микаля дорогали, да. Никто не разговаривает. Все молчат. Все молчат, да. Вот. Все заняты. Такая пустынная деревня. Купила, что хотела, да? Микель, Мишен Чайдин. Ага. Ну, я сказал уже зрителям, что это брат у дяди Миши. Да, смотрю, так он сначала удивилась. Похожи, да, братья. Ну, я, наверное, тоже сейчас сразу и заеду с тобой вместе. А, Умку надо на цепь, наверное, посадить, потому что она ждет. Посадим хоть на часок. Нет. Посадим на часок, потом зайдем. Ты к себе домой, да? Я к себе. Я сейчас уговорил Машу, чтобы на цепь Умку
посадить. Чтобы немножко хоть побегала. Не знаю, Маша прислушается или нет. Просто она, Умка еще все гуляет. И карантин такой небольшой. И надо, чтобы следить за ней. А если я зайду, потом уже, что потом? Короче, у меня камера совсем перестала работать. И прицепил другую камеру. Вторую камеру взял. Сейчас все-таки уговорил Машу там, чтобы она Умку на цепь посадила. Ну не на цепь, а на трос. Пускай побегает. Немножко хотя бы. Разогналась. И вон твое место. Иди гуляй там. Сугроб. Сразу в сугроб. Маша. Все, закутала. Закутала Машу. Чего сейчас? Побегает пускай. Чё? Осторожно, осторожно, чтоб тебе. Ну, дитя играться хочет. Вот они играются. Сюда не пойдем, иди в ту сторону. Ну пускай побегает, пошли, Маша. Теперь надо женихов ждать, чтобы не украли нашу Умку. Ты в неправильном направлении, Умка, гуляешь. Надо идти туда, вон снег. А? Сейчас, пускай потопчет этот снег этот. А? Ну, хоть выть перестала уже сейчас пару дней нормально так. Ну, не сильно воет. Воет, но разговаривает в основном, а не воет. Ну, пускай, пошли туда, Маша. Лок. Так. Ну, покажу здесь еще, не знаю, там покажет или нет дровяник. Наверное, не видно, что там в дровянике. Но дровяник тоже наполовину дров стало. Наполовину. Короче говоря, дров тратим в этом году, и так как зима холодная, 2 раза больше. Вот тот дровяник, который возле дома был, и вот этот, тот полностью израсходовали, этот половину. Ну, конечно, это не только на один дом, там вот и родительский дом тоже. Вот, Умка бегает там, резвится. А я буду уже потом заезжать домой. Все, Умка пускай гуляет, я через окно буду смотреть, как она гуляет. Вот. Че, Маша, пошли домой зайдем. Пускай она побегает там, без нас. Она потом на нас отвлекается, не может сама там. Пускай вон ту сторону бегает. Пошли. Все, пока да, Умка. Пока да.
друзья, мы уже дома, и Маша быстренько там сварганила суп, буквально там за час. Ну, это совсем мы там с приготовлением картошки, обжариванием лука и, ну, совсем, говорю, час всего обошелся из сушеных грибов. Кос чака шид. Шид это суп, кос чак это сушеные грибы, очень вкусно. Ароматные вообще. Сейчас я попробую. Вообще вкусно, очень вкусно. Сейчас я буду это есть. Небольшой рецептик там. Это такой короткий рецепт. Я даже озвучивать не буду, я просто в титрах буду писать, что и как мы туда положили. Вот. Суп вообще великолепный, друзья. Очень-очень вкусный. Кос чакашид. Ой, так вкусно, а становится даже трудно. Там перловочка такая, все, ну, приготовилась все. Очень вкусно. Ну что потом, буду заканчивать этот фильм. Вот такая у меня сегодня прогулка, давно уже не выезжал, а сегодня тепло и выехал. Выехал, прогулялся туда-сюда и как обычно в заключение небольшой рецептик. Тоже это, можно сказать, это тоже коми национальное блюдо. Потому что в старину грибы как хранили? Только в сушеном виде. Там холодильников, да, морозильников-то не было в это время. И получается, что вот ели сушеные грибы так. Очень вкусно. Со сметаной. Многие любят там с майонезом, еще там. Но я люблю со сметаной. Пускай неказисто смотрится, но вкус обалденно вкусный. Вот так. Ладно, все, заканчиваю. Всем спасибо. Всем до свидания. И до новых видео. Маше скажу за суп большое-большое спасибо.